Авторы лучших проектов по благоустройству родников Башкортостана получат поддержку. Это стало возможным благодаря конкурсу, который объявили Минэкологии Республики и общественная организация «Зеленая Башкирия». Заявки принимаются до 20 марта. Обсудим подробнее вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами молодежный министр природопользования и экологии Башкортостана Рустем Сайфудинов. Рустем, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как возникла идея, в чем заключается суть конкурса, и начали ли уже принимать заявки? Идея родилась в 2018 году. На территории Архангельского района я благоустраивал родник. И как-то потом, когда я избрался в 2019 году молодежным министром, я этот конкурс уже на всю республику расширил. У нас сейчас заявки, идут, но то, что очень активно жители сейчас начали подавать заявки, мы продлеваем конкурс до 20 марта еще, чтобы больше людей могли подать свои заявки. Также цель сейчас у нас стоит, чтобы найти больше источников, которые действуют, потому что сейчас нет точной цифры, какие на территории сейчас источники у нас есть. Почему вы решили объявить этот конкурс, в чем его суть? И подробнее, что должна включать в себя заявка? В заявку входит человек, кто подает заявку, данные человека и, получается, о роднике историческая значимость, анализы, фотографии состояния. И, может быть, есть пожелания, как они видят его, как хотят благоустроить в дальнейшем. Вот, кстати, подробнее по проекту благоустройства. Насколько масштабными могут быть пожелания? Пожелания, то есть пока приблизительно мы выделяем на родник по 100 тысяч рублей. Думаю, на 100 тысяч рублей родник можно очень хорошо сделать, поэтому неограниченные возможности, как говорится. Кто вам оказывает поддержку? Какие ведомства с вами сотрудничают? Практически все государственные органы, но в основном это Минэкологии Республики Башкортостан, Министерство лесного хозяйства, Госкомитет по туризму и общественные организации. Какой эффект вы ожидаете получить после того, как эти несколько родников будут благоустроены? В дальнейшем мы хотим то есть сейчас мы его запускаем как пилотный проект на территории, как он зайдет, то есть в республике. Если все хорошо будет, то в дальнейшем мы думаем его и дальше проводить, и уже охватывать больше родников, потому что сейчас у нас будет цифра, какие родники у нас нуждаются в благоустройстве, и будем постепенно их благоустраивать в рамках этого конкурса. Ну а в целом какой эффект конечный? Что это даст для экологии, для муниципалитетов? Для муниципалитетов это даст в первую очередь, допустим, при ЧС, если водоснабжение там отсутствует, люди куда идут? В первую очередь идут на родники, колодца, и это как раз даст этот эффект, то, что будет, как говорится, дополнительные питьевые источники. Угу. Для экологии это тоже положительно сказывается, потому что мы будем знать, то есть качество этой воды, какие в ней бактерии и так далее, и так далее. Вы как молодежный министр, расскажите, кто с вами еще работает, молодые люди, студенты, я так понимаю, и почему это вам интересно? Со мной работает это Ассоциация молодежных землячеств, то есть мы со всей молодежью республики сотрудничаем, а также РО «Зеленая Башкирия». То есть проекты по благоустройству мы будем делать уже совместно со студентами нефтяного вуза, архитектурно-строительного института, и общественной организации «Городские реновации». То есть затем уже студенты будут приступать к проектированию? Да, к проектированию. Площадок. Какие навыки получат авторы работ, и конкретно те, кто будет заниматься исполнением этих проектов? В первую очередь, эти проекты будут идти как дипломные их работы, то есть в дальнейшем мы рассчитываем, что они их будут защищать как дипломные свои работы. Дипломные, курсовые. Угу. И расскажите поподробнее, есть ли какие-то интересные уже заявки, может быть, они связаны с историческими данными какими-то, либо это уникальные родники, которые несколько веков существуют и так далее. Что интересного увидели вы? Есть один родник, вчера пришла заявка с Архангельского района, получается, там колодец по улице Буденова. Какой населенный пункт?
Село Архангельское. Архангельское. Получается, местные жители говорят, то, что когда Буденный проходил со своим войском по территории села, они, то есть, останавливались возле этого родника и, ну, то есть, пользовались этой водой, пили ее. Вот такие есть. Есть там, вот вчера Коридельский район тоже прислали заявку. У них, то есть, родник находится по туристической тропе, сейчас вот точно не вспомню. Ну и ваши рекомендации соискателям, кто будет отправлять и составлять заявки, что лучше указать, на какие из них вы обратите внимание и в каком случае можно быть уверенным в победе? Ну, указывать, то есть мы все подробно расписали в заявке, то есть ограничений нет. Что хотят люди, то и пишут. Грубо говоря, если человек считает то, что вот это нужно, он должен это заполнить, то есть написать. А мы со своей стороны, то есть если человек хочет благоустроить, он это сразу видно. То есть есть такие люди, которые каждый день интересуются, как наша заявка, как мы ее исполнили. То есть мы тоже на это обращаем внимание, какие люди прям рвутся, чтобы этот именно родник благоустроили. Вообще молодежное движение как оценивает культуру эксплуатации родников Башкортостана? И, может быть, известен порядок цифр, сколько у нас существует в республике, да, и какая из них часть требует внимания? В республике у нас больше 200 родников, потому что около 100 только у нас где-то в Белебеевском районе. Вот. Точной цифры, еще раз говорю, у нас нету. Какие родники нам надо именно благоустраивать. Поэтому вот мы запустили этот проект, чтобы нам понять, какие родники мы хотим благоустроить и какие родники хотят жители сами благоустроить, и мы им поможем в этом. Как оцениваете культуру? Культуру... Бережное отношение, либо небережное отношение? Смотря где, как само население болеет. То есть вот мы благоустраивали родник в Архангельском районе, через неделю вандалы его разрушили. То есть есть и такие случаи. Какое решение видите проблемы? Решение вот как раз и видим, то, что жители сами должны быть заинтересованы в том, то, что какой родник они хотят сами видеть благоустроенным. То есть, а мы им в этом поможем, и в дальнейшем, когда мы его благоустроим, жители уже сами будут следить за этим родником, чтобы его не разрушили, и следить за чистотой его. Какие еще проекты у вас находятся в разработке? Сейчас мы также «Чистые игры», это международный проект по очистке территорий. То есть это не просто субботник, это в виде квеста проходит. Мы в этом году хотим, амбициозные планы, конечно. Раньше мы его проводили на территории всех районов Уфы и 2 района республики. То есть это Ишимбай у нас был и, если не ошибаюсь, Стерлитамак. Сейчас мы хотим расширить этот проект в Альшеевском районе, Давлекановском и также охватить Уфу. Потом у нас есть проект «Посади лес». То есть мы каждую весну и осень выезжаем в районы и сажаем лес. У нас есть договоренность с питомниками в Екатеринбурге. Они нам предоставляют саженцы. То есть в том году мы, если не ошибаюсь, около 50 гектаров засадили леса только. Аудитория телеканала БСТ, она очень обширная, нас смотрят и дети, и подростки, естественно, старшее поколение. Вот те из наших телезрителей, кто захочет к вам присоединиться, что им для этого нужно сделать, да? Волонтеры нужны или нет, и какой фронт работы? Волонтеры нам всегда нужны. И если люди хотят участвовать, можно зайти в группу ВКонтакте «Зеленая Башкирия». Там все подробно написано, то есть там прикреплен сразу файл про родники Башкортостана, там и мои данные есть, то есть можно напрямую ко мне обращаться, я для всех открыт. Фронт работ? Фронт работы всегда есть, то есть и проекты Башкортостана найдем, там сейчас надо будет, помимо того, что проектировать, надо будет ездить по районам и смотреть, как идет сама работа потом благоустройства. И субботники скоро. И субботники скоро. И субботники, посадки тоже скоро будут. Вот. Спасибо вам большое, Рустем, что пришли к нам сегодня на программу. Надеемся, что с вами потом еще подведем итоги. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был молодежный министр природопользования и экологии Башкортостана Рустем Сайфудинов. Мы говорили о родниках Башкортостана, это новый проект, а также в целом давали оценку экологической ситуации в республике и о том, как подрастающее поколение может принять в этом активное участие. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.